Они не сразу поверили своим глазам, а когда поняли, что зрение их не подводит, начали кричать: «Это он! Это точно он!» Кумир тысячи мальчишек, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев еще никогда не был так близок к ним. Казалось, на какой-то момент эти ребята и забыли, что впереди у них игры. Каждому хотелось заполучить автограф знаменитого футболиста и сделать фото на память. Когда волна восторга немного спала, а звезду российского футбола вырвали из цепких детских рук, ведущий объявил: в Беслане, на родине осетинского спортсмена, стартует двухдневный турнир Алана Дзагоева. На турнир Алана Дзагоева съехались сборные из Ставрополя, Махачкалы, Ессентуков, Цхинвала, Моздока, команда футбольного клуба «Беслан», Владикавказская «Алания» и «Юность». Правила игры немного отличаются от тех, что прописаны во взрослом футболе. Здесь в команде по 6 человек плюс вратарь, нет офсайдов и один тайм длится 15 минут. Упростить условия решили из-за юного возраста ребят. В турнире принимают участие мальчишки 2008 года рождения. Нужно 33 гола, нужно 100, нужно 200, Ставрополь на первом месте! После двухдневной борьбы в финале встретились Ставрополь и Алания из Владикавказа. Обе команды тренируются под началом осетинских тренеров, поэтому болельщикам было трудно отдать предпочтение кому-то одному. Итог встречи – 3-1, и золотые медали уезжают в Ставрополь. Серебро, соответственно, у Алании, а бронза досталась футбольному клубу «Беслан». Честно говоря, очень благодарен вот таким людям, как Дзагоев. Да, есть к чему, кому стремиться. Дети вообще рады. Вот такие именно от меня лично, от команды, от города Ставрополя. Ему огромное спасибо. Очень такие эмоции, что это незабываемо, это на всю жизнь. Турнир такого масштаба Алан Дзагоев проводит впервые. Неудивительно, что площадкой выбран Беслан. Осетинский футболист некогда и сам начинал на этих полях. Впредь турнир станет ежегодным и полностью за счет Алана Дзагоева. Ну, в принципе, для первого раза, я думаю, неплохо все прошло. Было много хороших игр, есть куда расти, есть хорошая молодежь. Главное, чтобы она развивалась. В этом турнире никто не остался без призов. Все участники получили фирменные спортивные рюкзаки. Командам, занявшим 2 и 3 места, достались комплекты мячей. Ну а золотая команда турнира увезла кубок и комплект игровой формы. Но самое главное, победитель и серебряный призер турнира продолжат борьбу за кубок чемпиона ДФЛ «Большие звезды светят малым» в финале, где встретятся с сильнейшими командами из других регионов России. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.